Вообще, почему стоит озабочиваться состоянием осетинского языка? Стоит ли вообще заморачиваться, извините, вот на этом вопросе? Ну, складывается у нас ощущение, что уходит язык. Ну и что? Ну, уйдет язык. Мало ли языков исчезло за тысячелетия развития, за десятки тысяч лет развития человеческой цивилизации. Более того, ЮНЕСКО регулярно проводит мониторинг языковой ситуации в мире, в разных регионах. И мы знаем, что и по прогнозам, и по констатации, значит, нынешнего положения вещей, процесс ухода или исчезновения языков, он только набирает обороты. И чем дальше, тем большее количество языков будет исчезать с лингвистической карты Земли. Спасибо. Даже вот говоря о Кавказе, можно в течение 20 века назвать как минимум один язык, который исчез. Это убыхский язык. Убыхский язык – это был язык, который принадлежал к абхазо-адыгской подгруппе или группе кавказской языковой семьи. На нем говорили, это язык очень близкий был к абхазскому именно. И в связи с тем, что большая часть убыхов относилась к так называемым мухаджирам, то есть большая часть убыхов эмигрировала в Турцию в середине XIX века. И последний носитель убыхского языка, то есть со смертью последнего носителя убыхского языка и перестал существовать убыхский язык. Это случилось четверть века назад. Исчезают языки и в Западной Европе. В частности, можно говорить о нескольких кельтских языках, которые перестали существовать тоже буквально на наших глазах. В конце 20 века, скажем так, наука констатировала смерть двух кельтских языков. Это были небольшие языки по сравнению с ирландским, с шотландским или, значит, валлийским. Это корнуэльский и менский язык, которые использовались на соответствующих островах, то есть на острове Мэн и острове Корнуэлл. Причем дату смерти этих языков тоже можно назвать буквально с точностью до дня, поскольку дата смерти этих языков тоже была, ну, скажем, персонифицирована смертью последнего носителя этих языков. Перестал существовать великий и могучий латинский язык, готский и много других, которые можно было бы назвать в истории развития человечества. Социолингвистика прогнозирует, что в течение 21 века может исчезнуть несколько сотен, а может быть тысяч языков. Вот на фоне этих знаний вопрос, с которого я начал, насколько стоит озабачиваться вопросом о сохранении осетинского языка. Вот нам. Насколько вообще мы можем что-то изменить, насколько это процесс необъективный, не зависящий вообще от воли носителей языка, от общества. Во-первых, первая мысль. Мы, осетины, не должны впасть в опасное и нелепое заблуждение о том, что этот процесс сугубо объективный, и что вмешательство в эти процессы невозможно, и регулирование этих процессов невозможно. Это неправильное утверждение. Второе. Существует важнейший смысл
того, чтобы предпринимать все возможные разумные, рациональные, продуманные шаги по сохранению осетинского, как и других языков мира, и это имеет двойной смысл. Смысл для нации и смысл для человечества. Так называемые космополиты или люди, определившие себя, свой статус как людей мира, как людей национальные и так далее, часто используют тезис о том, что ничего страшного в утрате национальной идентичности отдельных народов нет, что человечество стремится и, скорее всего, придет к некой культурной унификации, и что в конечном итоге национальные различия будут преодолены, будет сформирована некая такая наднациональная общечеловеческая идентичность. Люди, утверждающие подобное, не понимают элементарных азов психологии. Дело в том, что формирование личности предполагает формирование определенных ипостасей личности. И человек, личность, это некий пучок вот таких самоидентификаций, которые формируются на основе противопоставления «я», «они». «Я» высокий, «он» или «она» невысокий. «Я» блондин, «он» брюнет. «Я» худой, «он» толстый и так далее. То есть берутся максимально, но это делается неосознанно, естественно, но в итоге человек представляет собой некий своеобразный, неповторимый пучок вот таких самоидентификационных показателей, признаков. Важнейшим показателем является национальная или этническая идентичность. Представитель любого этноса одним из своих самоидентификационных показателей ощущает свою принадлежность к данному народу. И это стремление сохранить этот личностно-идентификационный показатель неистребимо. В начале 2000-х годов я проводил социологический опрос в разных районах республики и предложил респондентам ответить на вопрос, что его связывает, по его мнению, с его народом. И дал перечень тех показателей, которые он считает первостепенными для того, чтобы отождествлять себя с данным народом. Язык, общность языка, общность культуры, исторического прошлого, внешности и так далее. Вот то утверждение, которое я сейчас изложил, о неистребимости стремления человека к самоидентификации этнической, проявилось в ответах на этот вопрос. Если абсолютное большинство осетин из 10 предложенных этноидентификационных показателей выбрало одну и ту же триаду, язык, общность языка, первым идет по количеству ответов, второе – общность культуры, и третье – это общность исторического прошлого. Совсем другой набор, или другой набор оказался у осетин Моздокского района. Они не могли указать в качестве главного этноидентификационного показателя общность языка, потому что большинство из них языком не владеет. Тем не менее, они выбрали свою триаду. Это общность культуры, общность исторического прошлого и, как ни странно, общность внешности. То есть человек будет стремиться использовать любую общую черту со своим народом для того, чтобы продолжать за него цепляться. Оторваться от своего этноса, от своего народа страшно. Почему? Это все, опять же, объясняется личностной и общественной психологией.
Вы наверняка обращали внимание на то, что любые крупные народы или представители любых больших народов имеют тенденцию к созданию неких субнациональных, субэтнических групп. Сибиряки, там, кубанцы. То есть русский народ, великий, могучий русский народ, тем не менее представители этого народа в 21 веке продолжают, ну скажем так, на бытовом уровне сохранять некую такую субэтническую самоидентификацию. Почему? Слишком широкие рамки этноса, если он большой этнос, не позволяет ощущать тесное плечо соседа. То есть необходимость ощущения себя частью этнической группы является подспудным, подсознательным стремлением к вхождению в определенную в эту социальную группу, принадлежность которой дает некий внутренний дух, некую внутреннюю уверенность в том, что ты не одинок в этом мире. И из всех социальных групп этническая группа, основанная не только на профессиональном, вернее, не на профессиональном или каком-то другом основании, а основанная на кровном историческом родстве, является наиболее крепким основанием для того, чтобы эта общность была наиболее живучей, наиболее действенной. Культурное разнообразие – это то сочетание, словосочетание, которое мы встречаем все больше и все чаще в последние десятилетия, пару-тройку десятилетий. И предыдущее десятилетие было ЮНЕСКО объявлено десятилетием культурного разнообразия. Это связано с тем, что пришло и это понимание, что идея о том, что человечество превратится в некую национальную, единую, монокультурную общность, она не только утопична, но она опасна. Начиная от просто экспрессивного, эмоционального определения, что мир прекрасен своим разнообразием, социология пришла к удивительным, наблюдениям и заключениям. Сокращение культурных форм приводит к деградации, к стагнации и к деградации человеческого общества.